Здравствуйте, меня зовут Искандер. Сегодня я вам расскажу о самом своем любимом увлечении. Это камни. Научно их называют минералами. Да-да, самые обычные булыжники, по которым я сейчас иду, являются минералами. Камни – это геологические тела, состоящие из различных веществ. Они подразделяются на минералы и горные породы. Внутри всех камней существует взаимосвязь этих веществ, то есть минералов. Именно они и образуют форму камня, его цвет, рыхлость, пористость. Но самое главное различие камней – это их образование. Они образуются как в глубине земной коры, так и на поверхности. Земная кора имеет два типа. Одна располагается под континентами, по ней мы ходим. Вторая под океанами. Океаническая кора плотнее и тяжелее континентальной. Когда происходит движение плит в толще земли, океаническая кора подплывает под континентальную и выдавливает ее на поверхность. Так, к примеру, происходит рост наших Кавказских гор. Они относительно молодые и продолжают еще расти. Движение плит создает такие явления, как землетрясения и вулканы. Когда-то так извергался и наш вулкан Эльбрус, выкидывая на поверхность очень много магматического материала. Почти весь камень у подножия Эльбруса – это застывшая магма вперемешку с осевшим пеплом. Его мы называем обломочные горные породы и различаем по размеру. То, что от 10 сантиметров и выше, называется глыбой. Глыба может достигать огромных размеров. Например, вот такая. Находится этот гигант в Приэльбрусе, в ущелье Адылсу. Правда, красавец? Я знаю, у кого можно посмотреть огромную коллекцию минералов. У Виктора Николаевича Котлярова. Пойдемте, он уже ждет нас. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуй, молодой человек. Я пришел смотреть ваши камни. Ты готов? Слышал ты такое понятие сталагмиты и сталактиты? Да, слышу. Что это сверху растет? Сталактит. Вот это и есть сталактит. А снизу сталагмит. А все вместе получается сталагнат. Здесь и песок, здесь все это. Вот оно натекает, медленно натекает и растет, растет. Некоторые до земли растут. Виктор Николаевич, сколько лет вам понадобилось собрать такую коллекцию? То, что лежит на столе, на столике, это малая-малая часть того, что собрано нами за последние десятилетия. Мы постоянно ездим по Кабардино-Балкарии. Побывали во всех ущельях, побывали в самых отдаленных точках. То найдем один какой-то необычный камень, то второй. И постепенно стала складываться коллекция. По большому счету, Кабардино-Балкария уникальная республика по минералогии. Чего здесь только нет. Вообще мир камней невероятно красив, невероятно оригинален, невероятно впечатляющий. Вот перед нами как будто камень. На самом деле это дерево, окаменевшее дерево, которому миллионы лет, без всякого преувеличения. Или вот это так называемый черепаховый камень, вот он здесь. А вот что у него внутри. Это конкреция. То есть когда-то органические останки попали вокруг них, и образовался вот такой камень. Внутри невероятно красивый. Или вот как будто обычный известняк. На самом деле это живое существо, так называемый каменный еж. Вот это была его шкурка. А это все, что осталось от его тельца. Ему тоже многие-многие миллионы лет.
или слюда. Там, где слюда, обычно присутствует и золото. Есть у нас в республике целые слюдяные пещеры. То, что в этих коробочках, называется периты. Периты всегда пользовались вниманием алхимиков. Они считали, что вот то, что сверху, так вот это и есть периты, это золото. Они пытались выплавить его, но это не золото. У него получило название в алхимии «золото дураков». То есть блестит ярко, а на самом деле золотом не является. Периты очень необычные камни. Они сохраняют энергию многих-многих тысячелетий. Считается, что если перит взять в руки, и он становится теплым, и потом отдает тебе свое тепло, то это твой камень будет служить твоим талисманом. Вот попробуй. Он был холодный, а теперь сожми его в кулак и подержи. Если он потеплеет, это твой камень. Возьми, подержи этот. Какой теплее? Этот. Значит, это твой камень. Самое ценное в этой коллекции – это вот этот черный, как будто внешне очень непритязательный камень. На самом деле это метеорит. Мы проводили исследования в Кабардино-Балкарском государственном университете. Эти исследования показали, что в нем есть те элементы, которые присущи метеоритам. Это каменный метеорит, но с вкраплениями железа. И если ты начнешь заниматься камнями, ты поймешь, что камни – это не просто красота. Камни – это как машина времени. Потому что этому камню или этому тысячелетия, а может быть и больше. Если представить, что было много-много лет назад, то можно совершить это путешествие во времени. И никакая машина не нужна, потому что камень сохраняет в себе энергию прошлого и память о прошлом. Я очень рад, что тут будет скоро музей. И я хочу поскорее, чтобы он открылся, потому что все ребята, которые увлекаются камнями, с радостью сюда бы пришли и посмотрели на этот мир минералов.